Ну, министерство, можно побыстрее, пожалуйста, пазу. Все, быстрее едем. Бля, я вот не люблю вот эти дом министерств вообще Да. возить. Ну, их Не на. говори, мне прокуратура постоянно попадается, Да. и суд попадается. Ну я же на левом берегу начинаю. Так как там в такси же есть фильм? Поехали. Ребят, всем привет, всем салам алейкум. Рад вас всех приветствовать на канале Демижан про такси, где я рассказываю все о работе в сфере такси. И сегодня у нас замечательный выпуск, сегодня у нас батл, ребят. Все задаются вопросом, на каком тарифе работать выгоднее, на каком тарифе, какой же заработок. Ребят, ну сегодня ответим на эти вопросы. Сегодня будем устраивать батл. Тариф комфорт Nissan против тарифа эконом Hyundai Accent. Самая лучшая в мире машина, самая надежная. Вот так вот. Ребят, ну не знаю, все, начинаем. По идее мы хотели в 6 часов, ну как всегда по-казахски начинаем. Сейчас время записываем, время 6:15 примерно, да? 15 минут у нас еще есть в запасе. Сейчас вот перекурим, да и начнем батл. Ребят, оставляйте свои комментарии, кто победит, ребят, ставим ставки. Кто же победит, оставляем комментарии. Кто не подписан, подписываемся на канал. Ну и вот, батл, собственно, за камерой. Я сниму. Километраж у нас обнулян, говорю, обнулен. Общий 80 357 километров. Ага. По нулям поставил. Чек, он незаведенный, я думал, хотел сказать, у тебя чек горит. Не. А вот Ничего не горит. Ничего не горит. Просто убрал все лампочки, да? Выкрутил. Вот так вот. Идем, Так, давай. идем к моей ласточке. Вот она. Как я вам сегодня в роли оператора? Время 6:33. Опять на 3 минуты, да, уже опоздали. Выходим на линию. Почему-то у меня режим ночной стоит. Тут авто еще не поменялось. Сразу на день ставим. Все, оба мы на линии. И по нулям у нас, смотрите, 0, 0. Все как положено. У Баттера 15 тысяч тенге на балансе. Оба. И первый заказ получает с кэфом всего лишь плюс 100 эконом. Я думаю, брать, не брать, или дождаться с кэфом. Лиманов здесь Рядом, да, коротышок. Я принял, короче. Поверните направо. И сразу он мне говорит, поверните направо. Так, у Баттера я на линию вышел, да, вышел. У Баттера приоритет плюс 2, у меня приоритет плюс 11. Ну, у Баттера комфорт. Тарифы давайте посмотрим. У Баттера вот тарифы. Только комфорт подключен, ребят. Все по чесноку. У меня тариф. Да у меня больше тарифа да нету. Вот эконом. Ух ты, 2199 тенге у меня на балансе. Я специально вчера не выводил, чтобы на безнал не переключилась. Да, комфорт с утра не заказывают. Баттер. Все, езжай, сейчас отмена будет. Все, Да. я поехал, ребята. Удачи. Тырым-тырым-тырым-тырым-тырым. Вот амбатор, вот амбатор. Солнце светит. Все, понеслась. Ехала, ребят. Время, видите, 00:00. Едем. Привез вот эту вот даму, привез. Завершаем заказик. 8 минут в пути. Оплата по наличке вы увидели уже 780 тенге. Первый заказ, ребят. И кэфы у нас здесь горят. Где горят кэфы? Интернет. Где ты? Почему ты не показываешь мне кэфы? Ладно, выходим на линию. Вроде должны гореть, потому что время без 9 минут 7. Ждем следующий заказик. Видимо, с интернетом у меня что-то туговато. Да? Давайте отсюда раздадим Wi-Fi тогда. Падает с кэфом плюс 150. Миреке. Где это Миреке? Ближняя подача. Принимаем. Так. Подача 697 метров.
ехать нам по поездке. Твою дивизию, блин. Ай, бля. Надо же таким людям заказать-то. Что там у нас с баллом активности? Берем и делаем так, ребят. Отмена. Проблема с машиной. Другое. Нет у меня проблем с машиной. Отменить. Заказ отменен, ребят. Работать 4 заказа будем вслепую. Ахмед Жубанова 24. Принимаем. Кто не рискует, тот не пьет шампанского, ребят. Ехала. А что, на Янушкевича можно разве разворачиваться? Смотрите, здесь там вот одна сторонка, а навигатор показывает нам здесь развернуться. Хотя вот он знак, что нельзя. Уйдем направо. Даже вот он еще знак, что налево нельзя. Вот он. Развернитесь. Степан, не гони, пожалуйста. Ехал, работаем, ребят. Вот женщину привез. Вот она. Куда же она идет? Ладно, ребят. 7 минут пути. Завершаю заказик. И сумма 660 тенге. Так, с кэфами что у нас здесь? Кэфы, геозоны. Кэфов здесь нету у нас. Нажаговал, говорят, кэфы. Выходим на линию. 2 заказа. 1135. Ну, интересно, сколько заработает эконом, да, ребят? Ой, этот комфорт. Дальняя подача. Жаркент 36. Без потери активности. Если дальняя подача, я думаю, что поездка будет ближе. Приняли, короче. Вот так вот. Опа, капец, здесь ямы. Бедная дама, ребята. Сегодня все дамы. 23 минуты в пути. Завершаю заказ. И сумма 1400. На сегодня самый жирненький у нас заказик. И я еду на АЗС, ребят. Нет, смотрите, бензин полбака у меня. Не по этому поводу еду на АЗС. Здесь рядом, кстати. Сейчас расскажу. Чтобы ваш заработок в Яндексе был выше, одним из методов по увеличению вашего дохода является правильный выбор надежного партнера сервиса Яндекс. Ребят, я выбрал таксопарк Колеса Такси, так как этот парк соответствует всем необходимым требованиям. Это надежность, быстрый вывод ваших денег, доступная поддержка, до которой можно дозвониться, проведение разных акций и розыгрышей, ну и наличие офиса почти в каждом городе. Плюшки парка. Проводят на еженедельной основе бойгу среди курьеров, где призовой фонд составляет 350 тысяч тенге, за первое место 100 тысяч тенге. Не упусти свой шанс. И среди водителей такси проводят также бойгу еженедельно, ребят. Еженедельно, повторяюсь, где призовой фонд составляет 750 тысяч тенге, ребят. Отправляйте свои документы, права, техпаспорт по данному номеру на WhatsApp и регистрируйтесь. Присоединяйтесь в парк вместе со мной и зарабатывайте больше. Ребят, еду на АЗС, потому что 23 минуты ехал, и я всю дорогу жизнь засыпал. 2 раза на светофоре прям от звука сигнала сзади стоящей машины проснулся. Клиент, походу, в шоке был. Блин, я не знаю, сейчас хочу умыться холодной водой все-таки. Батл, нужно работать. Батл. Вы не послышали? Баттер, да? А, батл. Байга. Ребят, вот так вот. Вот уже подъехал, собственно, за 2 минуты, как высадил пассажира. Вот заправка на Mat-Oil на Терезианбека, пересечение улицы Сауран. Припаркуюсь рядом здесь с Логаном, белым Логаном. И, собственно, пойдем сейчас умываться, ребят, умываться.
Взял кофе, короче, попил, умылся, взбодрился. Время у нас 7:50. А знаете, кстати, я взял с дальней подачи, хотя мог пропустить с потерей активности, и выполнил этот заказ, ребят. Не зря, ребят, не зря. Как мы видим, активность 90, ребят. Всего выполнил 2 заказа, поднял активность до 90, вот плюс 3 балла активности дали за этот заказ. И я теперь вижу конечную точку. Вдруг у нас тут, смотрите, геозоны у нас горят. Вот, Сауран 14, ближняя подача с КФ плюс 600. Принимаем, ребят, и едем работать. Выходим с линии, сойдем с линии и поехали к заказику. 700 метров. Это у нас что у нас здесь? Сауран 14. Все, ехала. Ребят, завершаю заказик на ходу. Там дорогу перекрыли. 1370 наличкой заплатили. Так, сейчас оценим обстановку, будем выходить на линию и принимать заказ, ребят. Неудобно просто ехать и так заказы принимать. Ребят, время 8:07. Как бы оценил обстановку. КФы вроде мельком горят. Но есть лужа, ребят, геозона. 1710 тенге гарантийка в этой зоне. И она рядом со мной. Вот. И получается, загорается она, начинает действовать с 8:10, то есть буквально через 3 минуты. И я уже, кстати, в принципе, к ней доехал. Так что, ребят, работаем головой, работаем с умом, выходим с линии. Вот давайте сегодня на примере, я надеюсь, что я выиграю, то есть эконом заработает больше, работая правильно, используя все мои вот советы, которые ранее есть, вы найдете в роликах на моем канале. Кто не подписан, подпишитесь, можете посмотреть. Далее YouTube, наверное, будет вам эти ролики рекомендовать, когда будете в свободное время заходить на YouTube. Так что вот, подписывайтесь, ребят, на канал, потому что очень много полезных советов. И сейчас я буду работать правильно, грамотно. Баттер, мне, я сказать, не новичок, но я думаю, что баттер, потому что некоторые слова баттер у меня советы спрашивают, там как, здесь как. И я предположил, не предположил, сделал такое мнение, что баттер маленько так нет у него такого сильного опыта, чтобы какие-то фишки, что-то в Яндексе смотреть, вот эти вот катать грамотно, вот как мы. Ну, если вы опытный водитель, вы меня поняли. Вот, баттер примерно как муковоз. То есть он берет заказы, которые дает Яндекс. Вот так вот. Посмотрим, муковоз комфорта или профи эконома, кто больше заработает. Вот такой, наверное, заголовок я сделаю, да, ребят. Будет, наверное, думаю, кликабельно. Будете кликать, смотреть это видео. Не, мне самому тоже интересно, какой заработок будет у баттера на тарифе комфорт. Преимущество у баттера есть на 15-20 минут, наверное, да, я умывался, ходил на АЗС, ну, вместе с дорогой, со всеми делами до АЗС доехать. Ладно, не буду этого, мне осталось чуть-чуть, еще и минута, как раз вот ровно через минуту выйду на линию, ребят. Вот, собственно, смотрим, время у нас 14:10, ой, 8:10, вот 8:10 здесь будет, более-менее так хорошо видно. Так, вот она зона, ну, она пунктирно горит, вот на замочек прожимаем, с 8:10, ребят, с 10 минут 9 они начинают гореть, ровно 30 минут до 8:40, ребят. Так, 1700 показывает, давайте вот так сделаем, закроем, ну-ка, и обратно зайдем. Может прогорится. Все прогорело, смотрите, не пунктирно, вот нормально горит. Выходим на линию, ждем свой заказ Каратышок, ребят. Конечную точку вижу, активность 91. ТВЛС-2 Пионер КФ плюс 750. Нет, мы этот заказик пропустим, ребята. Вот, пропускаю этот заказик, принимаю. А заказ все отменен. Заказ отменен. Активность сняли, ребят, сняли активность, потому что, наверное, что-то я сделал не то, ребят, что-то я сделал не то. Смотрите, как сделаем. Вот если у нас здесь зона, ребят, уйти с линии, с попутчиком заказ падает по зеленке,
у попутчика, конечно, точку мы увидим. Ух, аж прям до туда. Принимаю. Потому что сейчас любой какой-либо попутчик поступит. Также будет 1700 по Гарайтике геозоны. То есть желательно, чтобы попутчик упал. И тогда мы 3400 заработаем за этот заказик, когда туда доедем. И там есть тоже геозона. Будем там ловить. Ребят, завершил очередной заказик. Как мы видим, получил я доплату за геозону, ребят. Вот такие вот пироги. Собственно, вот я заехал в лужу. Потребовалось мне около 3 минут, чтобы доехать после завершения своего заказа. Так, выхожу на линию. Ребят, как мы видим, за 5 заказов 5715 тенге у меня чистыми. На линии нахожусь, если 9 час считать, в 6:30 начинали. И падает заказ. Не видим конечную точку, ребят, принимаем. И этот заказ с попутчиком. Вот, ребят, то что за рулем я отвлекаюсь. И вот такие вот заказы принимаю. Ну, с кэфом плюс 750, плюс геозона. Плюс сейчас какой-нибудь попутчик, если упадет там по зеленке, без ничего, зато она доплатится как за геозону, ребят. Вот такие вот. Бывают иногда выгодные попутчики, а бывают невыгодные, ребят. Вот так вот. Ну, я стараюсь в основном, ребят, если честно, чтобы правильно работать, я не ввожу тариф попутчик, стараюсь отменять. Ну, на данный момент, я думаю, благодаря вот этому заказу я вырвусь вперед, и эконом победит, друзья, эконом победит. За 1,5 часа я выполнил 3 заказа, проехал ровно 26 километров и заработал на данный момент 2891 тенге. Ладно, работаем дальше. 25 минут пути. Это мой, ребят, высадил я 5-го попутчика. Вот такие вот делишки, ребят. Завершаю заказ. И сумма 1680. В принципе, я прилично заработал на данном заказе. Сейчас расскажу, ребят. 12 минут в пути. Завершаю данный заказик. И сумма 1130. Просто шик и блеск. Мне Баттер скидывал скриншот. Там у него за 680 тенге заказ. Ребят, кондер, короче, не вывозит. Кондер не вывозит. Где-то полчаса назад отключил кондиционер, открыл окна. Вот этот вот первый заказ. Получается, первый заказ без кондера пассажиров. Привез с открытыми окнами. Я не знаю, вентилятор у меня не работает или антифриз. Короче, сегодня я это обязательно сделаю, устраню. А то нереально без кондиционера работать, ребят. Ну и, собственно, про попутчиков, ребят. 5 или 4 было попутчиков у меня в одном заказе. Поступил мне заказ с попутчиком. Я подъехал к этому заказу. Ну, естественно, когда ехал к нему, поступил мне второй заказ с попутчиком. Прям в геозоне было все шикарно, шик и блеск. Я думал, обрадовался. Ну, короче, капусту, думал, струблю. И подъехал к первому попутчику, которая, ну, девушка, которая заказала. И вот, и она долго, елки-палки, выходила. Очень долго выходила. Ну, судьба ее наказала, как говорится. Она ж прям заплакала, сейчас расскажу. Ну, пока я ее ждал, тот заказ, который мне второй упал, его отменили. То есть тот человек отменил, потому что, ну, действительно долго ждать, наверное, из-за того, что он долго ждал. Далее, короче, блин, батарейка на камере садится. Сейчас уже здесь кэфы разгорелись. Блин, сегодня эконом победит. И, собственно, по дороге, когда я ее забрал, уже упал еще один заказ с попутчиком. Мы подъехали, и там тоже, понимаете, там новостройка. Навигатор давал, ну, какое-то время, я уже не помню, но я быстро приехал, потому что я срезал дорогу и быстро приехал. То есть я уже когда прожал статус на месте, у меня еще до подачи 4 минуты было, до подачи 4 минуты. То есть мы прождали эти 4 минуты до подачи, и потом только начались вот эти в попутчике 3 минуты, после которых можно будет отменить заказ. И, понимаете, этот второй попутчик вышел прям когда без 10 секунд было уже. Мы, получается, 7,5 минут, больше 7,5 минут простояли. 6,5 минут. Вот.
И этот второй попутчик сел, мужчина, короче, парнишка, накурился он, походу, видимо. И когда сел в машину, у меня, видите, кондер, и сразу запах такой, ну, неприятный, запах табака, и той девушке стало неприятно. Ну вот, наверное, она в следующий раз не закажет попутчик. Но этим еще не все. Я этого мужчину отвез, мы с этой девушкой ехали. У нас есть восстание такое, ну, на следующий берег мы уже через мост я направлялся. И прикиньте, и ей оставалось там чуть-чуть, минут 9-10, наверное, вот так вот до ее адреса. И падает попутчик в спину, ребята, в спину падает. Я после моста разворачиваюсь и еду к этому попутчику. И она мне говорит: ё-моё, типа, чуть ли не заплакал. Я, говорит, на работу опаздываю. Мы кого сейчас сперва повезем? Типа, я говорю, не знаю, как навигатор выстроит маршрут, так и повезем, говорит. Вот так вот. Ну, соответственно, ее первым отвезли. Ну, пока мы развернулись, это второго попутчика для нее забрали, тоже девушка. Вот. Отвез я ее, короче, потом, когда эту девушку вез, по дороге еще заказ упал, уже с ребенком, женщина с ребенком, и я тоже, в принципе, короче, тоже можно понять, и она тоже, второй попутчик тоже в дискомфорте ехала с ребенком. Вот такие вот дела, да, получается, 4 попутчика мне упали, ребят, 4 попутчика, и суммы все свыше 1500 были. Короче, капусту срубил, ребят, жарко, окно закрыл. Короче, вот, собственно, смотрите, горят кэфы, 11 заказов, 11796, выхожу на линию, будем ловить с кэфом заказик. И с кэфом 650 до Бараева поедем, поехали. И здесь нужно было развернуться, вот тут, вот, а мы проехали, надо было остановиться, короче. Ладно, придется, вон, видите, где теперь придется разворачиваться, ребят. Вот так вот. С кэфом 650, думаю, нормально. Вот так вот. 3 минуты пути, время 10:01. Все, завершаем сменку. Даже телефон перегрелся, ребят. Телефон перегрелся. Завершаем этот заказик. И сумма 1550. Все, завершили. Приблизительно 4 часа 40 минут. 4 часа. Ладно, будем говорить, что 5-часовая смена, ребят. Откатали 5-часовую смену с баттером. Сейчас еду с баттером встречаться. Все, озвучим итоги, ощущения расскажем. Ну, короче, не знаю, поделимся, посмотрим. Да, забыл, зафиксируем километраж. Время так, 36 градусов, ребят, как вы видим. Сейчас, подождите, дайте я здесь задом еду, сдаю, припаркуюсь как-нибудь, зафиксируем, и все, и еду я. Еду. Время зафиксируем, да, кстати, точное. Я же обнулял время, мотовремя, все дела, короче. Ребят, 36 градусов на улице, 90 километров я намотал. Так, 4 часа 36 минут мотовремя. Ну да, будем тогда считать 4,5 часа смены, ребят, на тарифе эконом. Вот, ребят, едем к баттеру. Ну что, ребят, вот и завершили мы сменку. Вот я встретился с баттером, баттер за камерой. Откатали сменку, сейчас будем показывать вам результаты. Хотелось бы поделиться мнением. Ребята, вот попались мне попутчики. И знаете, я выгреб, наверное, за счет попутчиков. Потому что, короче... Давай дальше. Продолжай, вырежь. Или новый файл тебе? Не, а что сейчас? Вот так сразу. Да? Я сейчас что говорить, что мы сейчас будем показывать результаты. Лучше сразу к результатам перейти. Баттер. Ха-ха. Все, мы встретились, ребят. Даже если честно, мы вот тут в кофе-буме кофе попили, я еще и пообедал. Ну что, баттер, рассказывайте, как ваши ощущения, как вы думаете? Блин, сегодня что-то не очень. Не очень, да? Да, вообще прям. Ну, вот смотри, я сделал 13 заказов, заработал 12 400 тенге, проехал ровно 93 километра, ну 1,5 километра я до сюда доехал. Да. Примерно сжег 15 литров бензина. Вот. Заказы все сегодня у меня были по зеленке.
670, 720, 680, 890, 840. Вот такие вот цены. Но вот самый жирный, наверное, это был вот этот 1870 и 1900. А, вот еще за 2000 был, да? И за 1900. Все, остальные все меньше 1000. Вот такие вот 4,5 часа работы. Да. Блин, ну вот куда бы меня ни кидало, я везде стоял не в такой, не фиолетовой зоне, а в белой зоне. Прикинь. Мгм. Вот сколько пропускал, получил минус актива, но сейчас нагнал ее чуть-чуть потихоньку. Получается, ты еще муковозом работал, принимал Да. все подряд. Да. Потому что я уже ставил самолетики, Ага. уже смотрю, у меня уже без предупреждения начали снимать актив. Ну пришлось, короче, брать. Вот такие вот пироги, ребят. Муковоз. Короче, никнейм у Баттера таксимен Астана теперь будет муковозмен Астана. Вот так вот, ребят, я сейчас вам покажу результаты. Возможно, вы заметили, я не помню, когда я завершал заказы, там было видно, но смотрите, эконом победил, ребят, эконом победил. Сейчас я вам все досконально покажу, сколько я заказов сделал и сколько километража намотал. Я заработал 13 021 тенге, намотав 90 километров, на 3 километра меньше, выполнив на один заказ меньше, 12 заказов. И эконом с победой. Отчасти это было не соревнование, а, как сказать, эксперимент. Мы сделали такой небольшой эксперимент и посмотрели, где можно заработать. Ну, смотрите, на комфорте можно было бы заработать больше, если бы Баттер использовал все фишки, все лайфхаки, которые есть, и работал бы правильно, грамотно, головой. А я работал честно. А он работал честно, честным муковозом компании Яндекса. Он был, принимал все, что Яндекс давал, все выполнял добросовестно и заработал меньше, чем на тарифе эконом. Тем не менее, мы заработали честно. Да. 12 тысяч. Да. Ну, разница, ребят, небольшая разница. Можно сказать, что разницы никакой. Если нет разницы, зачем платить больше? Зачем платить больше на такую машину? Лучше катать на экономии, да, купить себе какую-нибудь приорку, может, или машину дешевле и катать на экономии. Ну вот так вот, ребят, я не знаю, что-то вот такая вот концовка, ребят.